Город Грозный. В самом центре чеченской столицы слышен призыв на молитву с минаретов мечети Сердца Чечни и колокольный трезвон храма Архангела Михаила. Мечеть и церковь по соседству, почти как в Иерусалиме. Детский хирург Федор Напольников работает в Гудермесе, а проживает с семьей на съемной квартире в Грозном. Его дети дружат с детьми соседей чеченцев, и по вечерам вся детвора играет на лестничной клетке. В тот субботний день, 19 мая прошлого года, оставив дома семью, Федор отправился на службу в храм Архангела Михаила. Именно он, детский врач, потом до последнего будет держать двери храма, пока его не сразят пули. Я в тот день пришел на первое в своей жизни исповедь. И готовился к первому в своей жизни причастию. Вот такая получилась исповедь. Исповедался. Даже причастился чуть раньше. Мы услыхали 2 выстрела, которые были. И началось вот это вот как бы нападение на храм. Зашли в церковь, убили сотрудника прикомандированного, еще получил ранение врач, который находился в церкви. Операцию по освобождению верующих лично возглавил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Через несколько часов после нападения ранним утром я прилетел в Грозный. Храм Архангела Михаила был оцеплен. Полиция, спецназ. Первое, что бросилось в глаза, вот это разбитое окно, выходящее на проспект Ахмата Кадырова. Прошел год со дня нападения, но на иконах до сих пор видны следы от пуль. Чудо Архангела Михаила в Хонях. 2 пули. Вот здесь стоял бак со святой водой. Его тоже прострелили. И, наконец, икона святых царственных страстотерпцев. Расстреляна. Эти простреленные иконы стали для храма святыней. Они напоминают о чуде спасения прихожан и мученическом подвиге защитников. В момент нападения при церкви дежурили несколько полицейских, прикомандированных в Чечню из Саратовской области. Они и приняли первый удар бандитов. Выстрелами в упор сразу убиты старшие сержанты Владимир Горсков и Кайрат Рахметов. Еще 2 полицейских ранены. Нападавшие вооружены обрезом, ножами и топорами, а также бутылками с зажигательной смесью. Завладев автоматом и пистолетом, 4 бандитов направились в сторону открытых дверей храма. Держали двери, держал Напольников, потом подбежали другие прихожане храма. Кто мог, как-то удерживали эти двери. Счет шел на секунды. Не среагируя вовремя священники и прихожане, никто бы не выжил. Услышав выстрелы, матушка Галина, жена священника, выбежала из храма спасать детей, они играли во дворе. Один из бандитов стал в нее целиться, но замешкался, перезаряжая ружье. Эти секунды спасли ей жизнь. Галина бросилась в подвал трапезной. Поняла, что просто не успеет, и она погибнет, и дети. Когда он перезаряжал, она успела быстро в трапезную. И отсюда спустилась вниз. А дети? А дети были в доме. Отец Сергий все видел в окно, но помочь жене и детям не мог. Перед священником был выбор – защищать прихожан или, открыв двери храма, спасать жену и детей. Это было бы неразумно, потому что тогда бы погибли все. А ты в этот момент должен стать священником, остаться им до конца. Это очень тяжелое было для него испытание, которое, на мой взгляд, он перенес с огромной честью. Хлипкую дверь подперли стулом, бандиты ломились в храм и стреляли. Отец Сергий и Федор Напольников, детский хирург из Гудермеса, продолжали держать дверь. Пули хлестали уже внутри храма. Икона царской семьи была прострелена. Дробью? Нет, из Калашникова. Священник бросился проверить запасной вход в алтарь. В этот момент несколько пуль, пробив дверь, попали в Федора Напольникова. Сначала обсыпало дробью, потом одно ранение в ногу и в грудную клетку попало в крест, пробив рубаху прямо на кресте. Но это мгновение происходило, и та уже прошила полностью 2 легких. Лежа на полу и истекая кровью, опытный хирург уже знал, сколько минут ему осталось жить, если не подоспеет скорая. Над ним склонился священник, прочел разрешительную молитву и причастил умирающего святыми дарами. Батюшка выполнял свой долг
священника до конца. Он понимал, что дети вот там, матушка неизвестно где. Здесь фактически умирал вот этот хирург Напольников. Наталья Попова, жительница Грозного, показывает за алтарем свежий холмик с крестом. Это могила прихожанина Артемия. Бандиты изрезали его ножами. Приехал в Чечню, искал своих детей. Я его часто видела вот на службе, он очень усердно молился. В ходе перестрелки 4 бандитов уничтожены. На этих кадрах видно, как чеченский спецназовец на руках выносит младенца. Это новорожденная дочка священника. Отец Сергий обнимает рыдающую жену Галину. Что пришлось их семье пережить в те минуты, ведает только Бог. Но теперь все позади. На асфальте разложены для опознания трупы боевиков. Священник отправится в больницу крестить раненых полицейских. За 4 месяца 2 нападения на храмы. Кизляр, потом Грозный. Террористы намеревались взорвать мир на Кавказе, рассорить православных и мусульман. Но не удалось. Глава республики Рамзан Кадыров, муфти Чечни и сами чеченцы первыми осудили посягнувших на храм изуверов. И до сих пор многие пытаются воспользоваться болью от этих исторических мозолей, от кавказских войн, от тех войн, которые сейчас прошли, пытаются каким-то образом развернуть людей к таким проблемным участкам нашей совместной истории. Сразу видно, что эти люди пытаются разрушить наше государство. Этот год показал нам самое важное. Да, Кавказ хотят разжечь, да, на Кавказе есть некая почва для этого, да, но то, что Кавказ пережил, он уже к этому никогда не вернется. В Чечне снова спокойно и безопасно. Христиане и мусульмане живут бок о бок. Здесь принято уважать веру соседа. Хирург Федор Напольников все так же лечит в Гудермесе детей. Чеченцы полюбили этого мужественного, с виду хмурого, но очень доброго русского. А сам Федор уже никогда не забудет своей первой исповеди и причастия. Те минуты, как держался священником дверь, как остановил пулю нательный крест, как лежал потом раненый на полу и медленно подступала смерть. И как тогда молился. Это была его первая исповедь и причастие. Когда ты лежишь, и ты в этот момент молишься. И оказывается, что в этот момент ничего важнее это и нет. Единственное, что ты можешь сказать: Господи Иисусе Христе, прости меня грешного. И ты это произносишь так искренне, как ты никогда в жизни не молился. Журчит вода в фонтанах, перед Грозным Сити резвятся дети и прогуливаются туристы. С минаретов сердца Чечни звучит призыв мусульман к намазу. И все так же звонят в центре Грозного колокола, возвещая о службе в храме Архангела Михаила. Жизнь продолжается. Александр Егорцев, Иван Куприянов, Владимир Родченков, Татьяна Литвин. Телеканал «Спас» из Чеченской Республики.